Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши уроки в онлайн-школе «Точка роста». Мы с вами встречались в последний раз 15 октября 2014, и сколько нас зарегистрировалось? Нас зарегистрировалось где-то около сотни человек. Почему я говорю где-то около сотни? Потому что кто-то зарегистрировался дважды, чуть ли не трижды. Достаточно хорошая, большая аудитория у нас собирается, большая команда республики, которая готова организовать сетевое взаимодействие на нашей территории. Но, к сожалению, пока еще, надеюсь, что сегодня подключатся наши коллеги из Ижемского района, из Кайгородского, из Кадкировского районов. Это занятия очень для нас важны, потому что мы с вами реализуем проект, который организован на федеральную субсидию. Мы субсидиарные сущности и должны выполнять те требования государства, которые нам регламентируются содержанием проекта. Прежде чем мы перейдем с вами к каким-то конкретным методическим вебинарам и семинарам, я предупреждала вас, что первых два, они будут посвящены таким организационным моментом. В прошлый раз мы с вами познакомились с системой нормативных документов, и определили, по каким же направлениям должны работать наши новые центры образования детей. И я думаю, что особенно надеюсь, что последняя часть нашего вебинара по направлениям инновационной деятельности точек роста, она должна как раз помочь организовать, разработать новые планы деятельности точек роста или внести какие-то изменения. Особенно те, кто будут приступать к планированию деятельности точек роста, то такие рекомендации, они будут наиболее важны. А сегодня вторая тема, организационная тема, это формирование на официальном сайте образовательной организации специального раздела, который будет посвящен точке роста. Я напоминаю вам, что говорю точка роста, но подразумевается здесь все субсидиарные сущности, которые открыты на территории Республики Коми. Это и IT-кубы, и кванториумы. В принципе, здесь все рекомендации носят однотипный характер. Итак, приступим. Конечно же, эти требования к оформлению сайта регламентируются в первую очередь на законодательном уровне, и в законе об образовании, в статье номер 29 указано, что образовательные организации формируют на официальных сайтах так называемое открытое образовательное пространство и таким образом обеспечивают доступ к ресурсам образовательным всех субъектов образовательных отношений. Далее это методические рекомендации, которые разработаны Академией Министерства просвещения, и мы с вами обращали внимание на письмо, на последний федеральный документ, это письмо, в котором даются не просто методические рекомендации, а здесь даются методические указания, как нужно разрабатывать раздел на официальном сайте. Указание – это такое дело, что нужно выполнять данные требования на все 100%, не упуская никаких нюансов. Среди методических рекомендаций, которые я вам называла в прошлый раз, есть рекомендация, которая подписана заместителем Министерства просвещения Басюк. Обратите, пожалуйста, внимание, это методические рекомендации эти можно использовать при организации деятельности центров, но эти рекомендации не актуальны в
какой части? В части разработки структуры и содержания раздела сайта «Точка роста». Почему они не актуальны? Потому что в данном случае рекомендуется диффузное размещение информации о деятельности центра. Согласно вот этому письму, так, здесь уже речь идет не о диффузном таком расположении информации, а именно о локальном расположении всевозможной информации именно в специальном разделе. Так, значит, понятно, да? При введении раздела сайта рекомендуется использовать символику, которая отражает суть проекта. Так, это символика Министерства просвещения, Академии просвещения. Обязательно используем логотип «Национальные проекты России», национальный проект образования и логотипы «Точка роста», IT-куб и технопарк «Кванториум». То есть эти логотипы обязательны при оформлении информационных ресурсов сайта. Так, что же нужно? Какие же должны быть, каким требованиям должна соответствовать информация, размещаемая на сайте? Ну, во-первых, это та информация, которая изложена в письме. И здесь еще раз обращаю внимание, чтобы вот эта информация была изложена в минимальном хотя бы количестве, но чтобы все разделы, о которых мы будем с вами сегодня говорить, эти все разделы должны быть заполнены. Эта излагаемая информация должна соответствовать информации, размещенной в специальном разделе, данным из раздела «Сведения об образовательной организации». Это говорит о том, что возможно или повтор некоторой информации, так как в разделе «Сведения об образовательной организации», так и в разделе «Точка роста». Возможны повторы. Но лучше всего при помощи гиперссылок. Но можно также размещать эту информацию, продублировав ее. Информация должна регулярно обновляться, причем та информация, те события, которые происходят в хронологической последовательности, происходили они раньше, они должны постепенно уходить, так, и даже, может быть, размещаться в каком-то отдельном таком блоке раздела, допустим, это будет архив. Так. Навигация внутри раздела должна быть понятна для пользователя. Ссылки должны быть активны. Понятно, что должны отсутствовать ссылки на неработающие или запрещенные интернет-ресурсы. И нужно сказать, чтобы вот эта вот ссылка на наш раздел, она должна хорошо просматриваться с различных разделов сайта. Кто ответственен за ведение сайта? Конечно же, это руководитель образовательной организации и руководитель центра, а также лицо, ответственное за ведение официального сайта образовательной организации. Но, конечно же, это лицо только отвечает технически за то, чтобы то, что вы рекомендуете, на сайте было размещено. За содержание предоставляемой информации это лицо, ответственное за ведение сайта, но ответственности не несет. Но что должно быть уже обговорено в его должностных инструкциях. Теперь мы перейдем с вами к тому, как же оформляется сайт, что на нем должно размещаться. Сайт, раздел, он должен четко просматриваться в линейке меню, так, и в какую бы страницу мы ни открывали сайта, везде должен быть заметен вот этот вот название этого раздела, или эта строка, в разных школах по-разному оформлен этот столбец, или слева, или справа, или у кого-то это будет верхняя строка. Но во всех случаях данная рубрика, название данного раздела должно быть хорошо видно. Когда должен быть сформирован данный раздел? Раздел
должен быть сформирован до того, как центр откроется. Вот сейчас у нас готовятся к открытию центры в других школах, и уже нужно задуматься и руководителю образовательной организации над тем, каков будет контент данного раздела центра. То есть к тому моменту, когда центр откроется, данный раздел сайта уже должен быть заполнен. Как оформляется раздел? Ну, обычно, я еще пока не говорю о структуре раздела, так, обычно упоминание о разделе в меню сайта где-то наблюдается в конце столбца этого, в конце меню. Ну, где-то посерединке, где-то повыше, ну, не суть важно где, но главное, чтобы это упоминание было. Как заполняется данный раздел? Информация о заполнении раздела в наших школах самая различная. Ну вот, например, представлен образец. Школа открыта центр открыт в 2019 году. Сейчас 2021 год, прошло 2 года, больше никакой информации нет. Есть такой вариант вот оформления сайта. Такой чисто формальный подход. Раздел создан, вот он чем-то заполнен такой вот информацией. Но за 2 года вот в этом центре больше ничего не произошло. Ну, давайте задумаемся над вопросом, что можно сказать о таком руководителе или о таком руководителе центра, который не контролирует ведение такого вот важного раздела. Как будет отчитываться в таком случае руководитель образовательной организации, как же он эффективно реализует федеральные субсидии. Так, другой вариант. Точка роста открыта 24 сентября 2019 года. Так, есть логотип этой структуры. Значит, что здесь представлено? Руководство по зонированию и оформлению помещений, информация о том, как торжественно была открыта точка роста и методическое совещание с просмотром презентации. Вот и все. Тоже за 2 года больше ничего не произошло. Согласитесь, это тоже не есть хорошо. Давайте посмотрим другой вариант. При подготовке нашего вебинара я решила, что не буду приводить примеры наших школ. Дай-ка я посмотрю, что там делается у нас в России. Вот, например, Саратовская область. Так, где тут у нас мышка? Мышка не мышкует. Ай-яй-яй. Вот я ее нашла, мышку нашла. Так, мышку нашла, извините. Так, вот она. Так, вот она, мышка. Так, сейчас посмотрим, что есть в других. Оп. Ох, жалко. Не получается. Ну что же, на сайте вот этой школы поселка Новые Бурасы Саратовской области представлена линейка документов федерального уровня, областного уровня, муниципального уровня и локального уровня. Далее идет общий список мероприятий, которые были проведены в этой школе. Дмитрий Валерьевич, спасибо, что подошли. Откройте нам ссылочку, пожалуйста. Просто для сравнения сейчас мы подождем. Так. Так, и вот ниже еще ниже, так, еще ниже, и еще, вот сюда, да, вот здесь вот. У меня таких тогда
игрушек-то несколько. Так, вот давайте посмотрим тоже сайт, раздел оформлен, так, и вот давайте посмотрим, что здесь располагается. Информация, общая информация о центре, да, далее идут документы, программы, вот тут перечисляются, да, документы федерального уровня, регионального уровня, локальные документы, очень много всего, да, дополнительные общеобразовательные программы и так дальше. Но, как мы видим уже, что здесь наполнение сайта более такое подробное, но не очень удобно искать различную информацию. Поэтому предлагает, итак, следующий вариант представления отчета о работе центра – это… Так, следующий мы слайд теперь возьмем, да? Так, вот, это… Так, следующий, да? Следующий. Угу. Это то, что вся вот эта вот большая информация, она структурирована и собрана в несколько блоков. Давайте посмотрим. Это общие сведения, это документы, так, документы, так, тут общая информация и документы, обратим внимание, вот они перечисляются, но здесь тоже идет общий перечень документов, поэтому найти нужный, особенно по уровню разработки, здесь будет сложно. Так, вернемся теперь далее. Ну и так дальше. И вот как раз вот с этой структурой сайта мы с вами и будем знакомиться. Да. Так, все, посмотрели. И дальше. Вот эта вот структура. Давайте посмотрим. Общая информация о центре роста. Так, документы, образовательные программы, педагоги, которые реализуют эти программы. Далее идет материально-техническая база, то есть какими ресурсами пользуются педагоги, режим занятий, перечень мероприятий, которые проводятся в школе на базе точки роста, дополнительная информация и обязательно обратная связь. Вот с этим содержанием этих разделов мы с вами будем знакомиться. Далее, да, я могу сама тут теперь нажимать. Так, вот первый раздел это общая информация о центре точка роста или о центре цифрового образования IT-КУБ или Кванториум. Это шаблонированная информация, которая раскрывается, информация о назначении центра, целях, задачах, ресурсах, так, на базе которых он создан. И эта вся информация, она представлена вот в тех методических рекомендациях, которые я вам уже называла. Обязательно указывается информация о национальном проекте образования, которая размещена на таком-то сайте, да. Далее упоминается, что Центр «Точка роста» создан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, так, и адрес сайта министерства. Далее мы указываем, что федеральным координатором мероприятий по созданию центров образования и функционирования является Академия Минпросвещения России. Указываем сайт Академии. Таким образом, мы все знаем с вами, все эти федеральные организации. Так? Далее мы указываем региональным координатором, кто является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Указываем ссылку на министерство. И далее идет региональным оператором мероприятий является Коми Республиканский институт развития образования. И делаем ссылку на электронный сайт, на электронный адрес нашего института. Эта вся информация занимает одну страничку. Так что заполнить ее проблемы никакой не составит. Ну, хотите, сделайте на 1,5, но не больше. Одной страницы будет достаточно. Вот и все, что будет входить в этот подраздел. Общая информация о каком-то создаваемом центре. Точка роста, IT-КУБ или школьный Кванториум. Так. Документы федерального уровня
вам уже известны. Вот то, что я называла, вы как раз это все сюда и размещаете, эти документы, в данный раздел. Так, напоминаю вам, что вот распоряжение о создании точек роста от 1 марта 2019 года, это распоряжение недействительно. Еще раз повторяю, вы его не размещаете, конечно же, а размещаете распоряжение 17 декабря 2019 года, Р-133. Так, значит, это второй документ. Так. Далее, распоряжение, которое дополняет предыдущее Р5, где перечислено оборудование. Так? А мы с вами теперь уже знаем, что есть рубрика «Оборудование», точки роста, материально-техническое обеспечение. Так? Продолжим. С камеры пока продолжим. Ну, давайте-то. Так, ну, хорошо. Так, значит, итак, эти рекомендации можно разместить, но имейте в виду, что на них можно ссылаться только когда речь идет по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Но здесь упоминается о диффузном расположении материалов. Так. И свежий документ 12 января 2021 года Р6 об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию точек роста естественно-научной и технологической направленности. Так. Вот эти документы у нас являются базовыми, но и последний документ, еще раз вам настоятельно его рекомендую, это методические указания по созданию и наполнению на официальных сайтах образовательной организации соответствующих разделов. Так. Следующий у нас раздел идет, это документы регионального уровня. К документам регионального уровня мы относим те документы, которые изданы Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. В основном это документы, это распоряжение, в котором указывается на то, какие школы создаются согласно федеральным субсидиям. Много документов сейчас еще разрабатывается. Смотрите, это будет концепция по созданию, функционированию центров, да? Это будет планы мероприятий по организационно-методической поддержке центров точки роста, где тоже мероприятия у нас разрабатываются. Ну и иные какие-то документы, которые возникнут, потребность в которых возникнет в ходе реализации федерального проекта «Современная школа». Федеральные и региональные документы отражаются далее в документах муниципального уровня и локального уровня. То есть школа теми документами, которые издает сама образовательная организация. На основе приказа местного органа управления так и издается приказ о создании центра «Точка роста», утверждение положения деятельности центра, оно тоже должно быть размещено. Далее приказ о назначении руководителя и так дальше. То есть очень много документов, и этот реестр он будет еще дальше дополняться. Перейдем к характеристике подраздела «Образовательные программы».
Так как точка роста образовательные центры являются структурным подразделением школы, так, то, конечно же, в точках роста реализуются программы учебных предметов, курсов неурочной деятельности, программы дополнительного образования. Все они должны быть размещены в разделе, или же должен быть к ним предоставлен доступ при помощи гиперссылок. Кроме того, должна быть обязательно предложена информация о сетевой форме реализации отдельных образовательных программ. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что на базе муниципалитета в пределах социума какой-то конкретной школы должен создаваться свой образовательный ландшафт. То есть это та система организаций, как образовательных организаций, так и организаций культуры, спорта, науки. Это реальные предприятия каких-то реальных секторов экономики. Вот все они должны вместе взаимодействовать, и будет формироваться таким образом сетевой, так называемый образовательный ландшафт. Какая еще информация? Дальше прокомментируем. Сведения о категории обучающихся, осваивающих образовательные программы. Но это, конечно, в первую очередь подразумевается, что это дети с ограниченными возможностями здоровья. А может быть, у вас на базе точки роста будут сформированы какие-то программы неурочной деятельности для учащихся, которые показывают какие-то выдающиеся успехи в изучении определенных предметных областей. Ну и далее это может быть любая другая иная информация, которая будет раскрывать особенности деятельности данной организации. Ну вот посмотрите, как выглядит страница данного раздела в одной из сельских школ. Так, значит, здесь мы видим, что предложены рабочие программы по учебным предметам, дополнительного образования и программы по внеурочной деятельности. Здесь везде работают ссылки, так можно открыть программу и ознакомиться с ее содержанием, а при необходимости даже скопировать себе, скачать. Вот таким вот образом должна быть представлена информация об образовательных программах на вашем сайте. Так. Мы пока сейчас не будем говорить о том, какие должны быть программы, как они разрабатываются. Об этом мы будем говорить в пятницу. Так? Но вот здесь вот я нашла довольно-таки неплохой образец оформления титульного листа программы. Здесь имеются и подписи, и печати. Вот печать очень редко найдешь в документах, которые располагаются на сайте школы. Обратите, пожалуйста, внимание на уточнение названия программы «Рабочая программа по учебному предмету биология с использованием оборудования центра «Точка роста». Вот это дополнение, оно обязательно. Пожалуйста, проникнитесь этим. Это обязательно указать. Программы, если мы посмотрим на перечень, программы нам известны. Так, но вот чем отличается этот перечень от предыдущего? Так, тут написаны фамилии людей, которые ведут, педагогов, которые реализуют данные образовательные программы. Ну, точно так же, если мы будем рассматривать программы курсов неурочной деятельности, то то же самое. Должна быть печать, подписи, согласование. И обязательно должно быть указано, что данные программы неурочной деятельности реализуются с использованием ресурсов «Точка роста». Программы дополнительного образования. Мы говорим о тех программах дополнительного образования, которые реализуются в пределах самой школы, созданы на территории самой школы. Про это мы тоже позже скажем. Так. В данном разделе образовательные программы могут располагаться методические рекомендации, которые изданы нашими федеральными координаторами, так, и эти рекомендации используются. Пожалуйста, не грех расположить их у себя на сайте.
Если кто-то сейчас заинтересовался данными методическими рекомендациями, так, то у вас их нет, чтобы не тратить время зря, вы можете мне написать на почту, и я вам вышлю эти рекомендации. Они есть по биологии, по химии, по физике, по основам безопасности жизнедеятельности, по информатике, модульные программы по технологии. Так. Кроме программ имеются другие, предлагается другое методическое сопровождение, например, методические рекомендации по проведению практикумов и лабораторных работ. Далее переходим к разделу «Педагоги». Раздел «Педагоги» оформляется в соответствии с законодательством в сфере образования и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования. Примерное штатное расписание. Это, значит, руководитель центра «Точка роста». Руководитель может назначаться из числа педагогов, которые будут работать, вести учебные предметы, программы дополнительного образования или курсы. Так? А руководителем может быть также и заместитель директора по учебной работе, по научно-методической работе. То есть это, как говорится, зависит от политики школы, от кадровой политики школы. Далее приводятся примеры педагогов, как учителя по предмету или педагогов дополнительного образования. Количество педагогов будет зависеть от того, насколько как велик контингент обучающихся. Какая предлагается информация о педагогах? Если это руководитель, тут одинаковая примерно информация, фамилия, имя, отчество при наличии. Почему здесь указывается при наличии? Потому что наша страна очень большая, и различные национальные традиции, значит, где-то подразумевают наличие отчества, где-то нет. Так, далее это должность, так. Контактные телефоны, адреса электронной почты. Так. Но для педагогов еще предлагается это уровень образования, квалификация, наименование направления подготовки, ученая степень, при наличии звания, повышение квалификации, общий стаж работы и стаж работы по специальности. На это мы обращаем внимание. Можно посмотреть, как выполнено. Дмитрий Валерьевич, вы нам не покажете вот эту ссылку, как выглядит страничка, где предлагается, как оформляется эта страничка педагогия. Так, педагоги, где-то там у нас есть педагоги. Так, вот здесь представлено 2 педагога. Нажмите, пожалуйста, хотя бы на верхнюю ссылку. Так, образец такой вам известен. Например, в такой же форме представляется, почти что в такой же форме представляется резюме. Рекомендуется фотография. Это не обязательно. Спасибо. Так. Подраздел «Материально-техническая база», то есть, опять же, логически рассуждаем, какие же средства обучения используют педагоги. Так, здесь предлагается информация о том, о оборудовании, которое используется для преподавания базовых предметов, оборудование, которое используется для преподавания предмета на углубленном уровне. Так, представляются фотоматериалы, демонстрирующие сформированное образовательное пространство. Так, еще раз обращаю ваше внимание на распоряжение 2021 года. Вот здесь как раз и перечисляется все оборудование, которое должно поступить в школу согласно той направленности, которая заявлена. И это оборудование
можно использовать и нужно использовать в урочной, в неурочной деятельности, в дополнительном образовании. Так, фотоматериалы, которые показывают, как оформлено образовательное пространство. Ну, обязательно, конечно же, чтобы был логотип «Точка роста». Он присутствует, например, в рекреациях, этот логотип присутствует и в кабинетах. Так, ну, здесь, например, представлено оформление кванториумов, тоже по-разному оформляется. Так, но вы знаете, что имеются общие требования, общие единые требования к оформлению аудиторий. Так, не рекомендуется выставлять вот такие вот фотографии. Ну вот, например, вот класс представлен, так, представлен кабинет, да, все чисто, красиво, ремонт проведен, но это непонятно, какой это кабинет, почему этот кабинет позиционируется как кабинет, оформленный, ну, согласно программе «Современная школа». Здесь нет ни логотипов, нет здесь какого-то специфического оборудования, которое бы показывало, а чему здесь будут дети учиться. Не рекомендуется вот так вот показывать рекреационные зоны. Да, очень уютная такая банкеточка рядом с цветами, можно присесть на переменке, отдохнуть, но это тоже не демонстрирует направление оформления данного образовательного центра. Поэтому лучше старайтесь показать вот такие вот фрагменты, где демонстрировались бы, повторяю, логотипы какого-то определенного центра. Так, было бы видно оборудование, и как дети работают в этом центре. Следующий раздел – это расписание занятий. Обратите, пожалуйста, внимание на представленную таблицу. И здесь указано также, что это расписание занятий, оно происходит в кабинетах, где идет обучение по профилям центра «Точка роста». Вот это тоже, это обязательное требование. Вы можете использовать разные форматы, разные формы составления расписания. Это просто пример такой, вот здесь я вам показываю. Да? Но обязательно должно быть как в программе, так и в расписании указано, что это у нас идут занятия такого-то профиля точки роста. Ну вот здесь вот такой вот нюанс в табличке, если кого-то заинтересует, да, если мы будем смотреть слева направо, то вот после колоночки «Педагог дополнительного образования» стоит слово «класс». Да? Это не первый класс, это кабинет, или, например, второй кабинет, опять первый кабинет. Возрастная группа «класс» указана в третьей колоночке, да, а вот здесь вот «класс» – это кабинет, нужно понимать. Так, подраздел мероприятия тоже очень важный подраздел, так, потому что именно в этом подразделе вы и показываете, вы размещаете ту информацию, которая раскрывает содержание образовательной деятельности, внеурочной деятельности и дополнительных мероприятий. Здесь размещается план-график проводимых мероприятий. Так? Здесь можно размещать анонсы и новости, которые происходят в школе. Обращаю внимание, что здесь можно также указывать и взаимодействие с другими образовательными организациями и необразовательными структурами. То есть, опять же, я напоминаю вам, что нам нужно быть готовыми к раскрытию сетевого взаимодействия, которое происходит в школе благодаря точке роста. Так, и подраздел «Дополнительная информация». Так, он содержит информацию, которая не вошла в основные разделы. Так, но здесь
Можно, конечно, поспорить, здесь можно пойти своим путем. Ну, например, ссылки на методические разработки педагогических работников, ну, лично мое мнение, их можно разместить в разделе «Образовательные программы». Новости, о новостях мы уже с вами говорили, это в разделе «Мероприятия», новости, анонсы, так, фото и видеоматериалы. Конечно, да, какая-то часть будет размещена и в разделе «Мероприятия», так, но здесь, видимо, можно размещать какие-то фото- и видеоматериалы, которые раскрывают какую-то дополнительную деятельность, неурочную, волонтерскую деятельность, деятельность дополнительного образования. Так. Возможно, что здесь организовать такой вот блок, как архив, но архив должен быть структурирован по годам, так? Или блок сетевые партнеры можно раскрыть, как в категории дополнительная информация. Так, на что еще мы обратим внимание? Мы обратим внимание с вами на то, что рекомендуется также освещать работу центров в социальных сетях. И выбираете именно ту социальную сеть, которая наиболее популярна в вашем регионе. Как правильно оформить какую-то социальную сеть, ну, например, ВКонтакте, да? Вот неправильное оформление, давайте, обратите, пожалуйста, внимание, так, здесь не показан логотип точки роста или IT-куба или кванториума. Здесь не указан логотип национального проекта образования. То есть вот эти логотипы, они обязательны. Таким образом вы позиционируете себя как представителя, который реализует федеральный проект. Что, ну, допустим, точка роста, вот если мы посмотрим посередине информацию, да, точка роста школы номер 18, так, то здесь, ну, вроде бы уже какое-то продвижение есть вперед, да, но нету логотипов. Поэтому вот самый лучший вариант – это правильное оформление, которое вам показано справа на слайде. И самый последний подраздел, да, это обратная связь. Это очень важно, потому что мы постоянно должны контактировать и между собой, и с другими участниками образовательных отношений. Так. Здесь, возможно, также блок будет размещен «Часто задаваемые вопросы», так, и обязательно указывается форма обратной связи. Телефон, электронная почта, руководителя данной точки роста, да, дни и время приема. Рекомендуется также и размещать, когда речь идет об обратной связи, ну, фотографию с тем, с кем можно эту связь установить. И вот, завершая наш вебинар, я показываю страничку «Обратная связь». Так вот. Я была в мае этого года в Академии просвещения. Так вот, приятно всем со мной познакомиться. Итак, такой у нас сегодня с вами маленький вебинар. Я жду от вас обратной связи, я жду от вас вопросов, я жду от вас предложений, с каким опытом вы готовы выступить на наших вебинарах. И сама программа, ну, элементы программы представлены были мной на первой презентации, так? А также вы можете ознакомиться с программой в информационном письме, которое было выслано в Управление образованием, а представители Управления образования должны были разослать это информационное письмо по уже образовательным организациям, где у нас есть точки роста. На этом я хочу с вами попрощаться, да, но сначала дать вам домашнее задание такое, чтобы вы посмотрели на свои документы, на свои методические разработки и попытались уже переструктурировать свой раздел
сайта «Точка роста», то есть начать какую-то вот такую вот, ну, что ли, уже организационную работу. До свидания. До пятницы. В пятницу мы с вами встречаемся. 3 часа. Всего хорошего. Будьте здоровы.